Мужчину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По сообщению Следственного комитета, житель Сунтарского района осужден к лишению свободы. Установлено, что в июле прошлого года в одном из общеобразовательных учреждений охранник выпивал со своим родным братом и ранее знакомыми гостями. Во время застолья один из гостей спровоцировал с братом охранника конфликт и избил его. Позже подсудимый выследил убежавшего потерпевшего, пришел к нему домой, где продолжил избиение. После полученных ран потерпевший был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы, а затем санитарным рейсом доставлен в Якутск, где скончался в сентябре. Обвиняемый был задержан и заключен под домашний арест. В ходе предварительного расследования он вину в совершенном преступлении не признал, перекладывая вину на своего знакомого. С учетом собранных органом следствия доказательств, приговором суда он признан виновным. И ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом следователям приняты меры по устранению обстоятельств, которые способствовали совершению преступления. В результате рассмотрения внесенного следователя представлением два работника школы, исполняющие обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной части, и сторож за ненадлежащее выполнение трудовой деятельности, выразившиеся в допуске на рабочее место посторонних лиц и распитие спиртных напитков, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров. Жительница города Ленска обвиняется в применении насилия по отношению к сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает региональный следком. По данным следствия, ночью 14 ноября инспекторы ДПС остановили машину. Водитель имел внешние признаки алкогольного опьянения, и инспектор попросил мужчину пройти в салон патрульного автомобиля для составления административного материала. При составлении протокола он проявил агрессию. На требование прекратить противоправные действия он не реагировал, в связи с чем к нему была применена физическая сила. В это время сожительница задержанного, 26-летняя жительница Ленска, в состоянии алкогольного опьянения набросилась на инспектора ДПС. Она схватила сотрудника полиции за форму, повредив рукав и оторвав погон. Женщину задержали и позже доставили к следователю. В ходе следствия она признала вину. Материалы уголовного дела направлены в суд. Согласно санкции данной статьи, женщине грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Отмечается, что это не первый криминальный эпизод в биографии обвиняемой. В 2017 и в 2019 годах она уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичной статье и приговаривалась судом к денежному штрафу. Судебный пристав обвиняется в превышении должностных полномочий в Якутии. В его отношении возбуждено уголовное дело. В ноябре 2018 года мужчина совершил незаконные действия по исполнительным производствам в отношении своей матери, которые находились в производстве у другого пристава. Он вынес электронные постановления об окончании и возвращении взыскателю документа по исполнительному производству. Кроме того, он отменил запрет на регистрационные действия в отношении машины, принадлежащей его матери. Постановление он направил в ГИБДД, а машину впоследствии продал. Полицейские по горячим следам раскрыли кражу кошелька в Тампонском районе Якутии. В дежурную часть обратилась местная жительница. Она заявила, что у нее похищен кошелек, в котором находилось более 40 тысяч рублей. Как оказалось, деньги принадлежали матери потерпевшей. Пожилая женщина дала дочери пенсию, накопленную за 2 месяца, чтобы та в магазине купила оптом продукты. Вором оказался 48-летний мужчина. Установлено, что хищение совершил один из покупателей магазина. Мужчина заметил, что потерпевшая оставила кошелек, дождался удобного момента, украл и сбежал. В ходе обыска у подозреваемого похищенный кошелек был изъят. Пресс-служба МВД региона отмечает, что, к счастью, злоумышленник не успел потратить деньги. Вся похищенная сумма изъята и будет возвращена законной владелице. Телефонные мошенники похитили у 2 жителей Мирнинского района республики более 50 тысяч рублей. 43-летний мужчина решил заказать автомобильные диски и покрышки по объявлению. Он перечислил деньги, после чего мошенник перестал выходить на связь. Также 65-летней пенсионерке позвонил мужчина и представился сотрудником сотового оператора. Он сообщил о необходимости подключения дополнительных услуг и попросил продиктовать данные банковской карты, а также СМС-коды подтверждения транзакций. После того, как потерпевшая передала мошеннику необходимую информацию, деньги были украдены с ее банковской карты. Пожар в доме престарелых в башкирской деревне Ишбулдино на юге Урала привел к гибели 11 человек. Возгорание началось в 3 часа ночи по местному времени. Огонь стремительно охватил одноэтажное деревянное здание. Пожилые люди оказались заблокированы в горящем строении. По данным российского МЧС, 4 удалось самостоятельно выбраться на улицу до приезда пожарных. Как сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителей местных властей, одной из них была сотрудница пансионата, которая смогла вывести 3 постояльцев. Остальные пенсионеры были малоподвижны и не могли быстро покинуть здание.
Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Деревянная постройка полностью сгорела. Следственный комитет заявил, что будет выяснять причины произошедшего. По предварительным данным, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем.